В этих многочисленных коробках специальные феромонные ловушки и ранцевые опрыскиватели. Эти средства направлены на борьбу с сельскохозяйственными насекомыми-вредителями. Одними из первых гуманитарную помощь получили Галский и Гудаутский районы. На район мы получили 24 тысячи феромоновых подушечек, 8 тысяч ловушек и 50 штук ранцевых опрыскивателей. Завтра в 11 часов собираем в администрации района всех глав администрации сел, и мы завтра раздаем. Ранцевые опрыскиватели по бригадам раздаем, чтобы несколько семей, чтобы могли использовать. А ловушки индивидуально на каждую семью. Ловушки и опрыскиватели доставлены в республику на основе соглашения безвозмездной гуманитарной помощи Министерств сельского хозяйства Абхазии и России. Ловушек мы распределили, поступило у нас 50 тысяч штук. И к ним же идут вот эти феромоны. А феромоны 135 тысяч штук. И мы на сегодняшний день распределили около 400 опрыскивателей, ранцевых опрыскивателей. Они будут сегодня-завтра осваивать, выбирать эти препараты. Ловушки у нас количество хватает достаточно. Там можно и по 2, по 3, и кое-где даже по 10 штук, потому что хороший объем у нас нормальное количество. А вот опрыскиватели, принцип такой, значит, мы, если его распределяем, значит, даем жителю, да, это не значит, что этот житель его собственность, то, что мы его даем. Он должен пользоваться сообща со своими соседями, вокруг кто живет, человек 5, 6, 7. Помимо вот этих опрыскивателей и феромонных ловушек было поставлено еще в прошлом году немалое количество, значит, химикатов для борьбы с вредителями и болезнями. Они сегодня у нас имеются на складе. Мы будем их тоже вот распределять по мере надобности. И всем районам, и всем организациям будем отпускать, чтобы было использовано. А количество достаточно для того, чтобы в этом году бороться с этим мраморным клопом. На сегодняшний день есть несколько методов борьбы с мраморным клопом. Обработка ядохимикатами, механическое приманивание насекомых в ловушки, а также ручной сбор. Феромонные ловушки предназначены для привлечения насекомых с помощью определенных запахов. Они экологичны и достаточно просты в обращении. При правильном использовании их эффективность высока. У них запах распространяется очень далеко и приманивает хорошо. Некоторые неправильно его использовали, и ловушки надо ставить вдали участков, вдали домов, ни во дворе, ни на балконе, ничего. Почему? Потому что он притягивает с округу всех, что есть к этим ловушкам. А в ловушку столько не попадает, там какой-то процент попадает, а все остальное распространяется или в дом, или где поблизости, где что есть, или на фруктовые насаждения. Если в ловушку попало больше половины, значит, уже наполнилось, его надо освобождать и не держать долго. Если долго его держать, вот это самый феромон, который притягивает, значит, вот этих клопов, он теряет свое свойство. Мраморный клоп появился на территории Абхазии около 5 лет назад. С тех пор вредитель прижился. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Оно причиняет вред плодовым и ягодным культурам, а также овощным и зерновым. Сейчас клоп находится в спячке. Однако с наступлением весны он начнет активно размножаться и вновь станет угрозой для сельскохозяйственных угодий республики. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.